Слово предоставляется президенту Республики Узбекистан господину Шавкату Мирзияеву. Пожалуйста, уважаемый Шавкат Миромонович. Уважаемый имам Али Шарипович, уважаемые главы делегации, дамы и господа. Хочу особо поблагодарить президента Республики Таджикистан, уважаемого имама Али Шариповича, за прекрасную организацию нашего саммита. Сегодня совещание является авторитетной международной площадкой для диалога в целях создания общего и неделимого пространства безопасности в Азии. Уважаемые участники саммита, современная система международных отношений характеризуется растущей нестабильностью и непредсказуемостью. Страны азиатского континента, обладающие колоссальным экономическим и интеллектуальным потенциалом, сталкиваются с серьезными вызовами. Это прежде всего проблемы экологии, демографии и миграции, низкий уровень жизни и образования. Они являются основными источниками социальных конфликтов, питательной почвой для распространения идеологии экстремизма и терроризма. Особую озабоченность также вызывает процесс радикализации среди молодежи. Но самое главное, сегодня мир переживает кризис доверия. А ведь доверие между странами и народами – это важнейшее условие обеспечения безопасности и устойчивого развития. Все мы видим ужесточение конкуренции между мировыми центрами сил. Более того, некоторые эксперты даже допускают вероятность ее перерастания в открытые вооруженные противостояния. Самое страшное, в общественном сознании притупляется ощущение огромной опасности этой глобальной угрозы. На наш взгляд, для преодоления кризиса доверия и укрепления безопасности в первую очередь требуется создание благоприятных условий для развития человеческого капитала. В этой связи деятельность нашего совещания, основанная на взаимном уважении и коллективной ответственности, становится как никогда востребованной. Уважаемые главы делегации, для дальнейшего укрепления мер доверия и безопасности в Азии представляется важным следующее. Во-первых, ключевым фактором стабильности на азиатском континенте является урегулирование ситуации в Афганистане. Мы приветствуем переговоры в любом формате, если они нацелены на достижение мира. В этом плане с удовлетворением отмечаем результаты трехсторонних встреч в Афганистане с участием России, Китая и Соединенных Штатов. Подчеркну, мир в Афганистане и реализация крупных инфраструктурных проектов в этой стране откроет новые стратегические возможности для всего континента. Во-вторых, особое значение приобретает формирование благоприятных условий для реализации потенциала молодежи, противодействие ее радикализации и расширение доступа к качественному образованию. По нашей инициативе принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Просвещение и религиозная толерантность». Разрабатывается международная конвенция о правах молодежи. Мы готовы взять на себя роль координатора в области научного, образовательного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Считаем также крайне востребованным активизация контактов по линии народной дипломатии, в том числе путем обменов и проведения форумов в области туризма. Это однозначно будет способствовать повышению доверия и улучшению взаимопонимания между нашими народами. В-третьих, предлагаем наладить системный диалог по вопросам сохранения межрелигиозного согласия, просвещения и культурного взаимообогащения.
Эффективными площадками, в частности, могли бы стать Международный центр исламской цивилизации в Ташкенте и Международный научно-исследовательский центр имама Бухари в Самарканде. В-четвертых, необходимо наращивать усилия по развитию экономической взаимосвязанности и региональной торговли. Речь идет прежде всего о приоритетных инфраструктурных проектах, реализация которых позволит полнее раскрыть транзитный и экономический потенциал всего региона. В-пятых, драйвером устойчивого экономического роста является развитие партнерства на уровне бизнеса. В соответствии с концепцией сотрудничества в этой сфере предлагаем учредить региональный форум малого бизнеса. Наконец, серьезным вызовом безопасности и устойчивому развитию является обостряющаяся экологическая угроза. Проблема Арала сегодня является экологической и гуманитарной катастрофой планетарного масштаба. Она уже привела к тяжелым последствиям для генофонда жизни и здоровья населения Приорала. Считаем важным объединить усилия в преодолении последствий аральской катастрофы. Именно в этих целях по Организации Объединенных Наций создан многопартнерский трастовый фонд для мобилизации донорских средств и реализации конкретных проектов при Арале. Уважаемые главы делегации, уважаемые участники совещания, все мы хорошо понимаем, что безопасность неделима, и ее фундаментальной основой является доверие. В этом плане важно сохранить заданную динамику сотрудничества в азиатском континенте. Совместный поиск и принятие взаимовыгодных решений позволит достичь наших благородных целей обеспечения мира, стабильности и процветания. Благодарю за внимание. Спасибо, уважаемый Шавкат Мирамонович, за высказание предложения.